боевого братства. За плечами активистов 6 городов и более 400 километров пути. Поприветствовать гостей на аллее славы имени Ахмад Хаджи Кадырова собрались школьники и студенты, активисты молодежных движений, а также представители мэрии, парламента и правительства Чеченской Республики. День Победы – это поистине всенародный праздник, который объединяет десятки миллионов людей на огромных просторах нашей великой страны и за ее пределами. Не случайно настоящий проект проходит под девизом «Думая о будущем, думая о России». Память погибших в Великой Отечественной войне почтили минутой молчания, а после возложения цветов для гостей провели экскурсию. Участники боевого братства передали благодарственную грамоту главе региона, а также преподнесли Музею воинской славы бюст Георгия Жукова. То, что сегодня здесь есть, заслуга тех людей, которые здесь живут, те фундаментальные здания, те ценности, которые закладываются. Здесь чтят религию, здесь чтят семью. Мы вчера посетили мечети, это что-то, наши впечатления, нас зажгли как пламя, как факел, и мы с этим порывом пойдем дальше, приближаясь к Москве. Поддержать активистов приехали и участники регионального отделения мотоклуба «Ночные волки». Для байкеров участие в этом мероприятии уже стало доброй традицией. Этот автомаш много значит именно для нашего отделения, для «Ночных волков». В общем, это патриоты, которые едут через, можно сказать, многие наши субъекты. Поэтому наша задача была их поддержать. Проекты в данный момент они очень важны не только для нашей республики, но и для всей России. В общем. В завершении мероприятия на аллее славы развернули масштабные копии Знамени Победы. Впереди у команды «Луча» Дербент, Владимир, Москва еще 25 городов. Экипажи всех лучей символичной звезды встретятся 5 мая во Владимире, а затем двинутся в Москву, где 9 мая Знамя Победы развернут во главе бессмертного полка. Лариса Джабраилова, Мансур Саев и Тимур Хайдаров. Новости.